эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Эпидемиологическая ситуация в Якутии крайне сложная. Какие поручения дал руководитель региона главам районов и городов? Сколько будет стоить российская вакцина от коронавируса, расскажем через несколько минут. Тотальный диктант 2020 все-таки состоится. Как принять участие? Эпидемиологическая ситуация в Якутии крайне сложная. Об этом накануне заявил руководитель региона Айсел Николаев на селекторном совещании с главами муниципальных образований и городских округов. Он подчеркнул, что республика вместе со всей страной вернулась к уровню заболеваемости коронавирусом в мае-июне этого года. Руководитель региона отметил, что сейчас необходимо вернуться к мерам безопасности, предпринятых весной. Это обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, отказ от массовых мероприятий. Также необходимо усилить проверки в объектах торговли, общепитии, развлекательных центрах и общественных местах. Главам районов и городов поручено обеспечить резервы инфекционных коек, готовых к развертыванию в течение суток, если этого потребует эпидситуация. Мы практически вернулись на уровень мая-июня месяца этого года, в целом, как и вся страна. С 1 октября у нас сутки подтверждаются каждый день более 900 случаев. Более 60% заболевших у нас в городе Якутск. Есть рост новых случаев в Юрпинском, Ивано-Франковском, Алданском, Мирвинском, Татинском районе. Не уменьшается, к сожалению, число тяжелых случаев. У нас на сегодняшний день в реанимационных отделениях 52 пациента, из них 8 больных на аппаратах искусственной вентиляции. Конечно же, ситуация, на мой взгляд, осложняется повсеместным снижением эпидемиологической настороженности нашего населения. Главная причина роста случаев заболевания коронавирусом в Москве – несоблюдение ограничительных мер. Об этом заявила заместитель мэра столицы по социальной сфере Анастасия Ракова. Вице-мэр также сообщила, что в московских больницах пока хватает мест для больных COVID-19, но резервы не бесконечны. По ее словам, весной пришлось перепрофилировать основную часть коек для борьбы с коронавирусом. В результате остановилось оказание плановой медицинской помощи. Ракова также отметила, что сейчас власти пытаются сформировать дополнительные временные госпитали. У нас более 800 тысяч людей с серьезными хроническими заболеваниями. Но мы ввели для них возможность оставаться дома, взяв больничную. Упростили процедуру взятия больничной. Можно просто позвонить по телефону, можно оставить заявку в электронном виде. Но на сегодняшний день из 800 тысяч к нам обратились только 2500. Несмотря на прошлой неделе принятые меры по ограничению, мы везде видим тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции, никакого желания людей хоть отчасти снизить свою социальную активность, полные бары, полные рестораны, в театрах, на спортивных мероприятиях. Мы единицы людей видим в маске. Стоимость российской вакцины от коронавируса не будет превышать 1000 рублей за одну дозу. Далее цена будет снижаться. Об этом рассказали в Федеральной антимонопольной службе. Пока тариф не установлен, при этом в ведомстве не уточнили, о какой именно вакцине из 3 разрабатываемых в России идет речь. Также глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев рассказал о стоимости лекарства от коронавируса. Она будет сравнима с ценой на самые доступные мировые аналоги. К другим темам комиссия не нашла тушу белого медведя, застреленного браконьерами на берегу реки Колыма в Нижнеколымском районе. Напомним, 3 октября в нескольких километрах от поселка Походск была найдена туша 2-летнего белого медведя, погибшего от огнестрельного ранения. Сейчас идут оперативно-розыскные мероприятия. По словам местных жителей, возможно, узнав о последствиях своего преступления, злоумышленники успели скрыть следы добычи краснокнижного животного. Число заявок на отлов бродячих собак резко возросло в Якутске. В день поступает около 60 звонков. Недавно в мессенджерах и соцсетях распространилось видео о том, что в 202-м микрорайоне Якутска стая бродячих собак напугала ребенка. Как отметили в пункте передержки, сотрудники немедленно отреагировали на это сообщение.
Участники проекта «Экспедиция на остров Беннета» поделилась подробностями и впечатлениями от поездки. Остров Беннета – это самый северный кусочек Булунского района в Северном Ледовитом океане. Единственный в мире остров, который открыли пешком американские полярники. Старт экспедиции якутского отделения Русского географического общества был дан еще летом 29 июля. И лишь 28 августа команда вернулась в Якутск. Экспедиция проделала весь путь по маршруту Якутск, Тикси, Святой Ност, остров Беннета на надувном катамаране «Кочевник» с подвесными моторами. По словам экспедиторов, такой транспорт идеально подходит для труднодоступного севера. Вот про сам катамаран мы не сказали. Это новый вид транспорта, можно сказать. Это не надувная резиновая лодка, как все вот представляют, а такое транспортное средство, которое у нас вообще не хватает в северных районах, ну даже в центральных сказать. Потому что, имея такой же мотор, как подвесной лодки, она может перевозить там трактор, например, на сенокос, перевезти там на остров, это не вызывать там пароход какой-то, надул, перевез. То же самое можно сказать и по северам. Масштабную реформу техосмотра перенесли на 1 марта следующего года из-за пандемии коронавируса. Изменения коснутся прежде всего процедуры проведения технического осмотра. Главная цель всех нововведений – борьба с серыми техосмотрами и выдачей диагностических карт без фактической проверки автомобиля. Подробности у Саргаланы Неустроевой. Так будет введена обязательная фотофиксация авто при заезде и выезде из сервиса. Кроме фотографий будут фиксироваться и координаты машины, чтобы точно определить, в том ли сервисе и в то ли время сделаны снимки прохождения технического осмотра. От прохождения ТО полностью освободят автомобили, выпущенные не более 4 лет назад. Штрафы за езду без техосмотра в размере 2000 рублей вступят в силу только с 1 марта 2022 года. Нарушения планируют фиксировать с помощью дорожных камер, сверяя регистрационный номер автомобиля с базой техосмотра. Несмотря на то, что со следующего года за левый техосмотр штрафовать не будут, для недобросовестных автовладельцев такая хитрость может обернуться серьезными финансовыми потерями. Страховые компании получат дополнительный повод для предъявления регрессного требования к водителю, в частности, за несвоевременно пройденный техосмотр. Это следует из поправок в законе об ОСАГО, которые вступают в силу с 1 марта следующего года. Важное уточнение. Регресс будет выставляться только в тех случаях, когда ДТП произошло по причине неисправности машины. Большие изменения также ожидаются и в правилах дорожного движения. Так, Министерство внутренних дел подготовило проект поправок в перечень неисправностей, при которых нельзя будет эксплуатировать автомобиль с 1 июня 2021 года. Свой комплекс поправок в ПДД подготовил и Минтранс. В новом варианте правил будет однозначно запрещена стоянка на островках безопасности на пешеходных переходах и островках, разделяющих транспортные потоки. А зона действия знака «Остановка запрещена» будет прекращаться после знака «Парковка». С 1 апреля 2021 года практический экзамен на всех транспортных средствах, кроме мотоциклов, будет проводиться исключительно в городских условиях. Также изменится система оценки действий кандидатов в водители. Отправиться на пересдачу теперь можно будет из-за непристегнутый ремень безопасности, наезд на бордюр и 3-кратное включение задней передачи на парковке. При этом практический экзамен на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами останется прежним. Тотальный диктант 2020 все-таки состоится. Он пройдет 17 октября. Проверить свои силы и знания русского языка можно будет 3 разными способами. Как онлайн, так и в традиционном офлайн формате. Как поучаствовать в акции, узнаем из следующего сюжета. 2020 год всем диктует свои условия. Вот и организаторы тотального диктанта сначала перенесли акцию с весны на осень, а теперь тестируют новые технологии. Проверить свои знания русского языка можно будет 3 способами. Традиционно откроются площадки офлайн, но параллельно заработает и онлайн-версия акции. Это очень долгий процесс разметки текста, многократного тестирования, чтобы все варианты правильные зачитывались за правильные, варианты неправильные
правильные засчитывались за неправильные, чтобы система действительно проверяла так же, как человек. Но онлайн-версия тотального диктанта – это не главная фишка нынешнего года. Настоящее ноу-хау организаторов – это акция «Пишем дома», когда написать диктант можно будет под трансляцию на сайте totaldict.ru. Причем на специальных бланках, которые раздают бесплатно. Сейчас у нас работают более 400 пунктов выдачи ручек и бланков. Можно также на сайте totaldict.ru найти информацию, получить бланк, ручку и, соответственно, под одну из трансляций писать ручкой от руки, затем сдать свою работу в пункт проверки, и она также будет проверена филологами, экспертами тотального диктанта, и далее результаты появятся на сайте totaldict.ru. Текст для тотального диктанта в этом году написал наш земляк, писатель Андрей Геласимов. Рассказ посвящен покорению космоса и ученому Константину Циолковскому. Проверить свои знания русского языка собираются участники акции в 69 странах мира. Присоединиться к ним можно на сайте totaldict.ru. Запись откроется уже 8 октября. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. Реализация программы поддержки местных инициатив продолжается в Якутии. Ее суть в том, что жители путем голосования сами решают, что необходимо построить для общего блага в их населенном пункте. Часть средств выделяет госбюджет, часть предоставляет муниципалитет. Обязательное условие – в строительство желаемого объекта должны вложиться и сами жители. Один из таких проектов – строительство мостового перехода в 203-м микрорайоне столицы. На открытии побывала Юлия Михайлова. Который год здесь хожу, здесь был старый мост, да? А у меня нога болит, туда спускаться, выходить, а зимой еще это очень скользко бывает. Очень рад, увидев этот новый, красивый мост. 5 лет жителям новостроек 203-го микрорайона приходилось добираться до ближайшей автобусной остановки, да и вообще в город, преодолевая глубокий овраг. На смену шаткой деревянной конструкции пришел новый легкий металлический мост. Его строительства так долго добивались жители микрорайона. Сама сумма проекта у нас 2 миллиона 850 тысяч рублей, но по итогам аукциона было снижение суммы 1 850 тысяч рублей. Львиную долю в проект порядка 1,5 миллиона рублей вложил госбюджет. Еще 150 тысяч изыскали в городской казне. Вложились и застройщики микрорайона. Я считаю, это очень хороший результат совместной работы и народной инициативы в первую очередь. Главное условие программы поддержки местных инициатив – участие самих жителей территорий. Часть проекта финансируется из кошелька инициаторов проекта. Сегодня мы все стали свидетелями, как наши идеи, наши инициативы могут воплощаться в жизнь, если мы все сплачиваемся, если мы объединяемся, если мы ведем конструктивный диалог с нашей властью, они видят и слышат нас. Конструкция получилась легкой, вполне вписывающейся в городскую среду. Теперь перейти овраг смогут с легкостью и люди с ограниченными возможностями, и мамы с колясками. Юлия Михайлова, Григорий Охлопков, телеканал Якутия 24. На этом пока все. Оставайтесь с нами.